Публиковал клевету, тем самым не просто очернял, что породило разговоры о действиях высокопоставленного чиновника, а именно вице-премьер-министра страны Джениша Разакова. Журналиста, главного редактора информационного агентства Чындык Кийчи Турсунбека Бишимбекова подозревают в заведомо ложном сообщении о совершенном преступлении и соучастии к Курсану Асанову, которого в свою очередь обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Об этом деле известно стало накануне, когда Бишимбекова сначала вызвали на допрос в военную прокуратуру, а после водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Военной прокуратурой по уголовному делу по обвинению Асанова в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики, задержан Турсунбек Бишимбеков. Он неоднократно вызывался органами следствия для проведения с его участием следственных действий. Однако последний без каких-либо уважительных причин умышленно не являлся, скрывался от органов следствия. При этом им дано было обязательство явки в следственные органы в связи с наличием достаточных доказательств причастности к преступлению. Он был, как я уже отметила, задержан в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики. Это расследуется досудебное производство по статье 320, то есть это по факту распространения заведомо ложных сведений, сопряженных с обвинением вице-премьер-министра Разакова в совершении тяжких, особо тяжких преступлений. Это статья 320. Про вице-премьера Разакова действительно несколько раз публиковались всякие подозрения. Основанием в том числе послужила и его объяснительная от 2010 года. Именно она каким-то образом и попала на страницы СМИ. В документе, составленном собственноручно, тогда еще начальник отдела уголовного розыска УВД Баткенской области Джениш Разаков описывает, зачем он без ведома своего руководства отправился в Испану на встречу со своим коллегой из УВД Сагдийской области Таджикистана. И как провел 2 суток в управлении Госкомитета национальной безопасности соседней республики. От написанного собственноручно не отказывается. А вот то, что слив его объяснительный в свободный доступ стал причиной задержания журналиста, Разаков сомневается. Скажите, пожалуйста, задержание журналиста как-то связано с вами? У меня нет информации по этому поводу. Вы в свое время работали в УВД Баткенской области. 3 дня пробыли в Таджикистане, никого не предупредив. После появилась вот та самая объяснительная. Что вы можете сказать по этому поводу? Вы, журналисты, либо не понимаете слов, либо не умеете анализировать информацию. Я несколько раз комментировал этот вопрос. Читайте все, что я сказал. А это была какая-то секретная информация? Нет, если бы была секретная, соответствующие органы бы разобрались. Какое же отношение ко всему этому имеет Курсан Асанов, бывший заместитель министра внутренних дел? По версии следствия, якобы это он, тот самый осведомитель, передавший объяснительную журналисту. Мол, Асанов не просто предоставил третьим лицам личную канцелярию правоохранителей, а передал документ, на который был наложен гриф секретности. 320 статья – это должностное преступление. Поскольку журналист не является должностным лицом, он не является сотрудником государственной службы, и, естественно, он не может совершить даже данное преступление. Журналист не обязан раскрывать источник своей осведомленности, да? А в данном случае в ходе уголовного судопроизводства человека органы следствия заставляют раскрыть данную информацию. Данная информация, которой якобы его обвиняют в распространении, оно имелось уже в средствах массовой информации, в сети интернет с 14 или 15 годов. Сам прецедент, когда журналист становится фигурантом уголовных дел, судебных тяжб и исков, Тактакунова назвала ничем иным, как посягательством на свободу слова. Ее мнение разделяет и коллега по цеху Турсунбека Бишимбекова Канышай Мамыркулова. По стандартам международной журналистики любое мировое издание публикует интересный и важный материал, который к ним попадает, несмотря на то, засекречены это данные или нет, и вне зависимости от того, кто информатор. Особенно, если это резонансная новость. И журналист за разглашение секретной информации не должен нести ответственность. Если данные в материале окажутся недостоверными, то отвечать за это должен лишь тот, кто их предоставил, но никак не ресурс, на котором была опубликована статья. И если сейчас Турсунбека Бишимбекова обвиняют в разглашении каких-то тайн и рассекречивании документов, то это, я считаю, неправильно, незаконно.
В изоляторе временного содержания журналист пробыл меньше оговоренных ранее 48 часов. Постановлением Первомайского районного суда столицы на момент досудебного производства меру пресечения Турсунбеку Бишенбекову сменили на несвязанную заключением под стражу. В ближайшие 2 месяца редактор, отец 3 детей, младший из которых всего 2 месяца, проведет под домашним арестом. К слову, такая же мера пресечения ранее была избрана и для бывшего замминистра Курсана Асанова. Сабина Дамаскина, Нурбек Капаров, НТС.